Всем привет, меня зовут Фатима Адзываева, я ведущая проекта «Четвертая линия». Именно здесь каждый месяц будут собираться самые интересные люди, говорить обо всем и ни о чем. И сегодня у меня в гостях замечательный юморист и директор КВН Сослан Плиев, великолепный журналист Ольга Цгоева и очень задорный шоумен Евгений Абаев. Привет, ребят. Как ваши дела? Все хорошо? Привет. Да, с утра вообще хорошо. Уже полчаса, все отлично. Все супер, да? Вот скажите мне, что сегодня в республике наиболее обсуждаемо, на ваш взгляд? Вот какие темы наиболее остро стоят и что вас лично напрягает очень сильно? Вот есть такие темы, к которым вы неравнодушны? Ну, Это вот едешь в машине бургер шелест. Вот это единственное, что меня зацепило. Да, потому что мы все качаем эту часть тела. А зачем, спрашивается, если у нас нельзя? Не, ну если возвращаться к этой теме, как по-другому развивать туризм тот же? То есть если мы блогеров, которые... Ну, не качают- через это же место, ну, в конце концов. А нельзя, чтобы было оно хорошее, нет? Это вот проблема прям. Это для Осетии прям вот вопрос номер один. Я вообще считаю, что вопрос, кто что качает и кто что надевает, это, по-моему, не самый главный вопрос. Я вообще не понимаю, зачем вообще в принципе это обсуждать и зачем этому придается такое значение. Я не реакция на девочку в шортиках, которая там по горам полазила с мальчиком со своим. Ребята, давайте еще про новую девушку красивую из Юго-Остинского института, которая зам ректора. Да, я видел проректора. фотографии, я позавидовал Студентам, да? студентам, да и ректору тоже. Да. Вот. Он Ну, же может это- вызвать. Это слегка неадекватная реакция вообще на красивых женщин, в принципе. Меня вот это пугает. Может себе проректор вуза позволять такое или нет? Ну, вот просто, если бы она была просто красивая девушка, которая работает в магазине, там, я не знаю, Дары моря, подожди, это одно стоп, дело. стоп. Насколько я понимаю, вопрос вот как ставится. Может ли позволить себе остинская девушка так фотографироваться? Или ставится он, может ли чиновник от образования, она чиновник Да. от образования? Так, Вот, давай. наверное, Что, наверное, первое вот или второе? Второе. Второе – это проблемы руководства этого самого чиновника. Если они считают, что это возможно, то это их... А если считать невозможно, уволили бы давно-давно. Да, к чертям есть, собачьим все дела. слушайте, есть дресс-код, есть корпоративная какая-то этика. Да? Ну, чуть Остинская такого. Ну так в нашем случае это применяется абсолютно ко всему, то есть не обязательно нужно быть чиновником, чтобы тебя за какой-то внешний облик твой осудили. Остинкой, вот как Шелест, да, не Да обязательно. вообще Да, не обязательно да. что-либо сделать. Можно сделать все, что угодно, и все равно найдется тот, кто скажет, что это не по закону ГО. Соответственно, я возвращаюсь. Зачем мы обращаем на это внимание? Не на сам факт, да, а на то, как это комментируется. Ну, вы поймите, что вот эти люди, они как бы ограничиваются комментариями. Они могут себе говорить там в своем мире что угодно. Ну, пусть говорят. Чё мы так Но переживаем-то? формируются какие-то же группы все равно по интересам. Вот эти вот типулечки, которые там пошли в Эскобар. которые что-то Там ситуация другая. Подожди. Там ситуация другая. Это называется запрос общества на некую социальную справедливость. Я не знаю этих ребят вообще. Я попытаюсь тебе объяснить, как я это вижу. Какие-то люди, я их не знаю вообще, поэтому я ничего не могу о них сказать, ни хорошего, ни плохого. Они решили, что Родина в опасности, и решили, что вот с этого надо начать. Я не знаю, что ими двигало, я не знаю, кто их организовывал, потому что я не верю в самоорганизацию масс, в принципе, так не бывает. Всегда есть вождь лидер. должен быть, Ну, да. вождь, лидер, как Обязательно, угодно. Хедлайнер, фронтмен. Вот, они собрались, и вот они решили, что вот сейчас, если они это поборят, то все будет хорошо. Просто люди не очень хорошо знают исторические какие-то, скажем так, моменты, которые много раз человечество через это проходило. Да? Мы начинаем с того, что мы за мораль, а заканчиваем тем, что измеряем черепа и жжем книги. А потом обычно вешают вешателей. Ну вот, короче, ничего не меняется. Да. 4 вещи, которые всегда при тебе. Вот без них ты не выходишь из дома. Часы, нож, телефон и, пожалуй, этого достаточно, чтобы выжить в любой ситуации. Если бы тебе пришлось драться на улице, ну вот случилось такое, под какую музыку бы это происходило? Если бы я со Экшон. стороны смотрел, Да.
смешно это, любая драка становится веселой под музыку из шоу Бенни Хилла. Это прям дико смешно бывает. Да. Вот любое действие, кстати, оно вот даже самое ужасное, вот оно. Самое сексуальное животное, на твой взгляд? Самое сексуальное животное, на мой взгляд, это человек. И последнее. Какой совет ты бы дал Вячеславу Зелимхановичу Битарову? Вот он пришел, говорит: Сослан, вот что мне делать? Вот что не так я делаю? Вот Ради посоветуй. этого передачу мы снимались. Безотносительно личности главы республики, это совет всем руководителям в принципе. Не живите по принципу набрали верных, а спрашивают как с умных. Вот. Набирать надо умных. Вот. Люди придумали для себя какую-то, я так понимаю, какой-то шаблон определенный, которому, ну, правильного поведения какого-то Короче, для на самом деле, ортодоксального это стиля. страшно И пытаются вот тема. к нему привязать, получается, то, что делают остальные. Да не люди. привязать, ты пойми, что сейчас, короче, такой бардак в голове у всех, что люди хоть что-то пытаются, какой-то ориентир, якорь какой-то. Что думают, что людям нравится Сталин? Что, реально, что ли, думаешь, нравится Сталин? Да Им ну, нравится да капец. идеология какая-то, Хоть ими же какая-то. придуманная. Да. Понимаешь, отсутствие, и то, что там вот у нас в Осетии, да, ребята, на больном организме нельзя отрастить здоровый мизинец. Страна больна-то целиком. Спасибо за мизинец. Что думаете, что вот у нас что-то может такой заповедник какой-то быть, нравственности? Или он где-то рядом есть, где Да вот нет, это вот все ребята, процветает? нет, Ни такого черта. не будет никогда. Соответственно, ну понятно, но людям надо, во что-то верить, к чему-то стремиться. Представь, какой порядок, и в голове порядок, и везде порядок. Всегда легко, все когда ништяк. всегда в обществе, обществу всегда легко. Когда вот тебе ну, сказали вот да. так сделать, Когда за ты тебя делаешь. думает фюрер, да, Это тебе прям не здорово. надо, как бы, надо Ой, только ужас. выполнять. На самом деле, вообще какая-то это бредовая тема, и вот это объединение на почве национальной гордости, самого дешевого вида гордости, как мы знаем. Ерунда это какая-то, по-моему, работать просто надо. Очень нравится, как мы Некогда перешли от Шелли, блогерши, к фашизму. Это все связано. Да, ну Это туда, всё очень туда связано. идет, да. Ну, да. А, Если говорить вообще о каком-то туризме, то, ну, понятно, чего не хотят эти люди. Понятно, о чем говорит, например, глава нашей общественной организации Штырнхаш, да. Он, ну, туристы не всегда ведут себя соответственно закону гор. А кто-нибудь ему это объяснил, Жень? Никто им, во-первых, это не объяснил, а во-вторых, не надо им это объяснять. Они сюда не приедут тогда. Надо просто, ну, есть места, при входе в которые можно пояснить, да, есть гид, который, если заводит людей на реком, он должен сказать: здесь не надо курить, выпивать, желательно закрыть определенные части тела, женщины туда не идут. Вот там это можно. А какие-то изначально отправлять каждому туристу... Памятку. Турист сюда ехать будет. Давайте смиримся с тем, что турист будет сюда ехать, приезжать ради дешевого алкоголя и вкусной еды. Вот. И если... О, это хорошая приманка. Это да, вот, к сожалению, это так. И поэтому будьте готовы к тому, что эти люди, им не интересны наши застольные традиции, они их не будут соблюдать. Ну, не хотят они. Вот не хотят. Не да. будут, если это им преподнести в виде каком-то Да, таком это запакованном, так да, классно. вот они попадут на такое застолье. Но сами, Жень, кто это должен делать? Мы это, должны, например, да. мы делаем в своей работе, мы привозим каких-то туристов и делаем это в легком, конечно, варианте. И им это нравится, потому что мы не насилуем их этими вещами. Мы их знакомим с этим, и им это в принципе нравится. Но когда они хотят взять и так, знаешь, по-свойски будем, никто их не останавливает. Ну, не для этого они сюда едут. Люди едут отдыхать для того, чтобы отдыхать. Ну так нужна еще же правильная пропаганда, ну, в самом лучшем смысле этого слова. того, Пропаганда как, среди кого? среди потенциальных туристов. Нет, пропаганда у нас среди потенциальных жителей нашей республики, Да. которая должна смириться с тем, что она станет обслуживающим персоналом. Среди туристов нужна реклама. Потомки Алан будут обслуживать кого-то. Я прекрасно наблюдаю потомков многих разных народов, которые работают в сфере обслуживания туристов. В этом нет ничего совершенно зазорного. Вот. Я абсолютно согласна. Зазорно, Просто- знаешь, когда потомок Алан, извини, закончу, подходит на улице, достаточно взрослый человек, и говорит: братан, вот рублей 40 мне надо, вот это зазорно, надо доехать. Сейчас появилась вообще такая мода, взрослые достаточно ребят подходят, говорят: вот на дорогу надо. Куда они все едут, я не знаю,
Ну вот новая тема появилась, на дорогу всем надо. Вот это зазорно, попросить. Ой, самое прикольное, что заработать они даже нет. у девушек, у меня просят, например, ко мне подходят такие взрослые пацаны и просят денег, я на них смотрю. И, ну, эти даешь, и нормальные не- Они просто едят вообще. истоком. И не совестишь как его, это? потому что это его выбор, да? Вообще, ну, по-моему, надо уважительно относиться к выбору каждого человека. Хочет человек попросить денег, пусть попросит, но тогда пусть он не пишет, что он потомок Алан, или пусть пишет, опять же, это его выбор, да? Просто, ну, не надо героизировать. Никто не знает, что было 100, 150, 200 лет назад в Осетии. Никто подожди, не знает. да, Не, ну ну, все знают, не Ну, перестань. что было? Вот ты же 150 лет ИСФАК не назад? закончил, Ну да, вот нет. ты не знаешь, а он знает. 150 лет назад, начало 19 века, Ну, допустим. осетины массово переселялись с гор на равнину, получали образование. Денег не просили? Ну, Просили, конечно, но это, слушайте, это нормальный процесс урбанизации называется, когда возникает городская культура. То есть почему в Осетии так всем нравится? Потому что одна из немногих кавказских республик, где есть городская культура. Именно городская, не какая-то там, это просто тупо городская культура. Она не осетинская, не узбекская, не европейская, она городская. С определенными няшечками, которые очень много привнесли именно остины, образованные остины, которые начали появляться в конце 19 века. Вот смотри, что произошло, да? То есть сначала возникли драматурги, появились. Они учились и стали появилась национальная литература, поэзия, театр. Вот очень-очень-очень. А военная аристократия. И вот эти вот люди, то есть они и были драйверами всей нации. Потом империя сломалась, да, появилась новая. Но она традицию продолжила, да, и появились у нас генералы, да. ученые, уже, я это называю техническая интеллигенция. Ну, вот просто пример, да, представь, вот Кучиев, капитан Кучиев, вот он водил атомный ледокол. Ты можешь себе представить вообще масштаб? Как работает Вот вообще это вообще штука, да. атомная А его энергия, да? родители, они были, крестьянами. То есть, представь, даже не за одно поколение вот такой скачок совершили осетины. Да. И я сейчас не говорю, что там мы лучше или кто-то хуже. Нет, факт есть факт. А такой Вот можно это Почва есть. происходило. Я говорю, когда Вот о том, это что никто не происходило. знает, что было 150 лет назад, я имею в виду, что 150 многие лет правила, которые мы сейчас, Да. как некий свод законов подаем, вообще они вот, Был пацанчик 150 лет назад, который подходил к другому и говорил, братуха, дай 40 рублей. ну, наверняка он Был наверняка, но это был маленький мальчик, которому Давай действительно нужны деньги, давай. Ну, это были обрели, да? Альпийское нищенство. Да, это- святая вещь или как там. Не, ну если я понимаю, примерно о чем говорит Женя, потому что если мы возвращаемся к тому же вообще уникальному событию, который кодекс Алан расписали, просто вот кодекс, где один из пунктов уважать пожилых. То есть, для меня, это для человека, который более-менее что-то читал, что-то знает, то есть Алан никогда в жизни не уважали старших, вот именно стариков. Они их считали, что, если ты не погиб в сражении, ты кто? Вообще? Я вам еще раз говорю, друзья, это вот то самое, с чего мы начали. Попытка найти некий нравственный, даже не ориентир, а вот сформулировать какое-то, я не знаю, правило жизни. Аланский кодекс, это ничем не отличается от свода правил поведения любого нормального человека. В метро. Вообще, в принципе. Да, уступайте место беременным женщинам. Это Но это все современные попытки как-то вот представить себе и Чтобы было спокойно. попытки каждого, кто пишет подобный кодекс, самому сформулировать этот кодекс на базе каких-то прочитанных Если им мы не книг. перебьем всех, друг друга точнее, пытаясь сформулировать каждый для себя, это уже будет удача. Налейте чаю, пожалуйста. О, пожалуйста. Мы просто так бурно реагируем. Вот каждый предлагает, да, свой собственный свод правил. Другой предлагает немножечко, по сути дела то же самое, только немножечко и друг друга все начинают жрать. Это же прям ужас. Ты не Ребята. прав, а я прав. Если бы у тебя была возможность один день быть мужчиной, вот что бы ты делала в этот день? Я знаю, я бы в этот день наплевала бы на свою фигуру и сидела бы на диване целый день, и ела бы и пила все подряд, и чесала бы волосатое пузо. Вот так вот раскинула. Шикарно. Молодец, да. Да. Значит, если бы твоя жизнь, по твоей жизни сняли сериал, как бы он назывался? Нудная шизофрения, не знаю, что-то в этом духе. Итак, вот представим, что тебя, конечно, арестовали, просто без объяснения причин. Первые догадки твоих друзей, почему тебя арестовали? Я вообще настолько приличный человек,
настолько законопослушны, что мои друзья бы растерялись, чесали бы репы долго, но так и не поняли, за что вот этого ангела можно было бы арестовать. Это правда. А что бы ты посоветовала Битарову изменить, возможно, в политике или, в принципе, какой бы совет ты ему дала? Короче, не реагировать на то, что не надо реагировать, и реагировать тогда, когда нужно отреагировать. Вот там немножечко у нас каша совместная получается. Потому что любой политик, это же, ну, наверное, 60%, это фон, который создают СМИ, там, интернет-ресурсы и так далее. И вот там надо как-то очень грамотно, а мы вот все как-то все хором бьемся, и что-то вот и косячим временами. Вот там бы нам как-то чуть Часть моей работы связана со свадьбами, а свадьбы это тоже Лакмус. какой-то- Да, это показательная такая штука. Я все ждал, когда ты сейчас про свадьбу расскажешь. Я сейчас буду, да, Я Женя, я помогу организовывать свадьбу. рекламироваться, да, я буду. Я что хочу сказать, что в каждом ущелье обычаи и традиции свои, пересекающиеся, перекликающиеся. Ну вот как они донеслись до нас, из уст в уста передаваясь, вот так их и помнят. И нет никакого единого, правда, свода, за исключением того, что вот молимся мы первым тостом за великого Бога, вторым за Уаштарджи. А так у всех свои правила. И вот попытаться это все собрать, я не понимаю, зачем просто. А вот в какой Зачем? момент в ресторан начали приносить надочажную цепь? В тот момент, это в тот сразу момент, древний, что в ты тот должен момент, помнить. когда осетины стали массово переселяться в город. Я тебе еще раз говорю, это проблема не нации осетинской, это проблема всего человечества, урбанизация. Это даже не проблема, это естественный процесс. Вот смотри, маленький пример, вот когда ортодоксальные осетины, профессиональные осетины, я их называю, они когда рассуждают о величии, да, окей, не вопрос, ребята, возьмите даже не 40-х, начало 50-х школьные альбомы и альбомы университетские. Посмотрите на фамилии преподавательского состава. И вы поразитесь, что там очень мало осетинских фамилий. Их крайне мало. Вот если посмотреть на доску памятную на 27-й школе, я недавно это обратил внимание, там 20 фамилий выпускников, погибших на фронтах Великой Отечественной. Вот из 20 всего 3 осетинские. Это не говорит о том, что осетины не учились в школах. Это говорит о том, что их было меньше, чем других национальностей. Только об этом. А массово начали переселяться, ну вот это вот как раз 40-е, 50-е, 60-е. Когда человек приезжает из комфортного для него мира, да, вот село это же очень комфортно. Вот, там все знают друг друга, там все, там вот прям вот. И ты приезжаешь в большой город, почему стали стоить хадзары? Вы никогда не думали, почему хадзары стали? Думали. Что это за анахронизм? Анахронизм, да. Зачем? Анахронизм, да. Ну зачем? Тебя А распнут, именно, я думаю, а именно для этого. Потому что людям надо было хоть что-то иметь, вот за что цепляться. И вот. Это все сейчас. Потом рестораны появились. Понимаешь? Потому что ну хоть что-то же должно быть в ресторане, вот, напоминать. Ну вот, надочажная Ну, так цепь. я-то согласна с тем, что происходит естественный процесс, просто иногда это настолько смешно и максимально Для тебя нелогично. да, для тебя да, для тех, кто старше нас лет на 30, совершенно нет. Я еще думаю, что ты говоришь о том, что делают это во время тех же мероприятий, да? Да, вот? да, то есть Да я это сейчас конкретно скажу, что в ресторане. происходит. Это символика. На самом деле, да. Так она не работает в рамках ресторана в том истинном Она и не предназначении, должна понимаешь? работать. Слушай, Для меня это просто белое безумно белое платье, символ чистоты и невинности, не всегда, как сказать, Соответственно- возвращает невесту в девственное Да. состояние. Давайте так Ну, скажем, согласен, да? Блин, миф разрушен. Что ж такое? Да, не об этом речь. На самом деле осетины хотят сохранить свою культуру. Это хорошо, это неплохо. Скажи, пожалуйста, вот если бы ты на один день стал женщиной, что бы ты делал? Много вещей, которые охота попробовать, и много вещей, которые пробовать неохота. Ну, во-первых, с детства мечтаю заглянуть в женский туалет в школе. Окей, засчитано. Что нельзя найти в женской сумке? Нельзя найти в женской сумке. Ну, вообще содержание женской сумки — это большая загадка для меня. И
можно, конечно, сказать, что нельзя найти пассатижи, но вот у меня работает замечательная девушка, у нее есть пассатижи в сумке всегда с собой. Так что У тебя хорошие знакомые, интересные, любопытные. на самом деле это так. Все можно найти в женской сумке, все, что туда все, что туда помещается, там можно найти все. Что бы ты посоветовал Битарову Вячеславу Зелимхановичу? Не реагировать на запросы мгновенно, спрашивать совета у разных, желательно умных людей. Окей. То, что мы делаем свадьбы сейчас в ресторанах, и свадьбы, и другие любые мероприятия, например, только за то, чтобы, например, поминки проводили в ресторанах, а не перекрывали улицу. Вот это вот какой-то ужас, да? Ну, просто переносится это все в ресторан. И, конечно, понятно, что никакого в ресторане символического и сакрального смысла у этого действия нет. Но это показать гостям, посмотреть самим, им приятно. Может быть, кто-то действительно верит в то, что в банкет-холле сработают высшие силы, так сказать. Почему Да? нет? Они же Почему высшие, нет? хотят Ну, они заработать. хотят хранить свои традиции. Пусть хранят, ничего страшного. Начинают люди говорить, что вот такого никогда не было, чтобы невеста стояла в фотозоне в осетин. Так и в ресторане осетины не делали никогда свадьбу. Так Зачем? и Более на того, машинах Остины не ездили. Фотоаппаратов не было. Да Ну, к вообще сожалению, это болезненный процесс, это всегда будет болезненным процессом. Вот когда переходные периоды, да, то есть не было Инстаграма, не было фотографий. Друзья, сейчас за 1 секунду в мире делается фотографий больше, чем за весь, там, по-моему, за Какой-то период 20 века, да. первые десятилетия 20 века, когда фотография стала за 1 секунду больше делаться. Но о чем мы говорим? Поэтому, и когда рассылка идет по WhatsApp о каких-то мероприятиях в фамильных группах, про похороны, про свадьбы, ну вот да, с этим тоже надо смириться. А ведь Да и Остины спокойно так к этому никогда не относиться. делали. На самом деле, ну вот серьезно скажу, мы привозим периодически туристов, группу туристов, мы им показываем также этот обряд, ну, вырванный, естественно, из свадьбы, мы делаем его специально. Им интересно на это посмотреть. Это такая же, ну, упаковочка нашей культуры для приезжего туриста, как пирог осетинский, как арака, осетинское пиво, наши памятники и так далее. Это все такая, ну как сказать, завернутая, упакованная и приготовленная к демонстрации. Ну, это фолк. Это фолк. Да, это вот фолк, так за которым, делают собственно, все, едут. да. И так делают все. Ты приезжаешь в Египет, тебе показывают вещи, которые когда-то, конечно, были сакральными, и туда близко нельзя было подойти. Там лежало тело президента Египта на тот момент. Да. Нельзя было подойти. А сейчас туда лазят дети и, может быть, даже, извините, нужду там где-то поблизости справляют. Ну, это так, ну, это очень, очень давно было. Туристу интересно, надо ему давать. Хочет посмотреть? На, посмотри. Мы этим только хорошо для себя сделаем. Пусть люди хотя бы в таком небольшом виде узнают, что такое осетины. Мы не можем им все рассказать, да, и, может быть, все и не надо. Не, не надо. Да, но пусть узнают, это То есть, интересно. если резюмировать, то получается, что в принципе все норм, все идет к тому, к чему должно идти. Оно и- все равно будет идти, Оно как идет. неуправляемо. Все, да, оно как пойдет, так и пойдет. Чилим, Давайте не ребят. париться вообще по этому Да, поводу. оно неуправляемо. Все вот попытки поставить какие-то дамбочки Да. перед этим огромным потоком ассимиляции, они бессмысленны, на мой взгляд. Погнали дальше. Да. Значит так, чтобы немножко оживить нашу такую, возможно, показавшуюся для кого-то там из наших зрителей нудную беседу об истоках и об урбанизации, да, я предлагаю немножко вас помучить. Штука в чем? Сейчас мы будем играть в игру действие или Бездействие. наказание. О, боже. Про Соса и Олю мне точно сказали, что вы терпеть ее не можете. Вот. Поэтому я с утра сегодня пораньше встала в 7 часов и варила. её. Комочек. Не мешала, вот закидывала вот так Это брикетом. вот твоего вот так. приготовления манная каша? Да. Ты замужем? Нет. Я сейчас блевану, пожалуйста. Я так понимаю, что улиток для Жени не нашлось, да? Нет, не Э, нашла, не нашла. Не, я старалась все делать плохой. Можно жениться на Фатиме, можно. Тут просто я наоборот старалась, чтобы было плохо. Что ты делаешь? Какой кошмар. Он все наказание сейчас сожрет. Ну, это вообще Так. нормально, ты Ну, считаешь? Да, да. Не, я не Бесстрашный могу на человек. это смотреть. Хуже было бы, если бы был сейчас здесь хаш просто. Вот, да. Давай, а есть хаш? А можно кашу положить в хаш?
Что Так, я будем думаю, делать? что это задание мы провалили. Я провалил. Ты провалил, я Нет, могу тогда ты еще просто справиться. будешь все Наказан. делать. Да, давай, хорошо. Так, вытягивай. Я вытягиваю? Да. А я один буду, да? Потому что Да, мы будем смотреть, да. нарисовать усы и сидеть тогда в конце программы. Давайте. Я готов это сделать, если вы хотите. Только усатая задница, это прям редкость, да? Хотя... Ну, просто мы же не заглядываем прям всем. Откуда мы знаем, спасибо. что это редкость? Следующее задание. Да. Можно я Операция тоже? Извращайся. по смене пола. Я могу еще наказаться немножко. Спасибо. С горя. Очень Не позавтракал с очень утра, плохо спасибо. выглядящий Арамис, я бы сказал. Ладно. Что я боюсь и всего на свете, это ужас. Можно во слух. О, блин, это прям для меня. Исполнить мелодию детской песенки. В лесу родилась елочка, на своем пузе отшлепываю удары по животу. Я как раз его качаю. Сейчас. Ты не забывай, что мы в Осетии, сейчас тебя А. Штурмыхаш Тархону Они уже придаст. дрова подтягивают на площадь Свободы, чтобы сжечь. Так, Ты просто не оголяй пузика, ты так вот. Знаешь, у барабанщиков есть такая глушилка специальная. Посмотри просто на этот живот. на своем пузе. На своем пузе. Ты можешь, Я ты могу. можешь этот вот, твое пузо, мое пузо. Мы же давно Я знаем. кубики не взял сегодня с собой. У тебя шарики. Шарики, Ты да. вот ты просто наоборот вот. О! Так, Детская песенка. Давай. так, ладно, стой, стой, Подожди, а стой. мелодия? В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная зеленая была. Не надо с такой ненавистью это все делать. О, это было великолепно, я считаю. Передача приобретает черты Дома 2. Простите Нормально. за это. Я извинялась в начале программы, все. Быстро произнести скороговорку «На дворе трава на О, траве». это прям Да, не руби дрова на краю двора. На дворе трава, на траве дрова, не руби дрова на краю двора. Ну и подумай, что квартал. Дальше. Прекрасно, прекрасно. Дальше давай, что? Так, Ну, последние два остались уже, давай. А, я опять? ну давай. Господи, боже мой. Все для сильных. Расскажи самую неловкую историю, которая случилась в твоей жизни. Вот только что. Вот я хотел сказать, да, короче, я пришел на программу, На думал, очень серьезную программу, а мне нарисовали усы и шлепали. Для протокола никто не говорил, что будет серьезно. Ну, даже не знаю. Давайте, наверное, все. у тебя материала не останется просто. Такая интересная точка получилась.